только 20% владельцев садовых участков перешли на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями по электричеству. Дело не в том, что остальные не хотят, а в том, что ресурсоснабжающие организации не идут навстречу, ссылаясь на в случае возможного увеличения издержек на электросети, а они старые. Обсудим ситуацию и предстоящий новый сезон вместе с руководителем Ассоциации садоводов Республики Башкортостан Натальей Овчинниковой. Наталья Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, какая ситуация сложилась по электросетям? Почему сложно заключить прямые договора с ресурсоснабжающей организацией? Что видите вы? Ну, я вижу в том, что в первую очередь энергоснабжающая организация не идет навстречу садоводам и не принимает прямые договора. С одной стороны, как бы очень хорошо передать все абонентов садов, то есть, допустим, садовые товарищества в 1000 абонентов передаются напрямую энергоснабжающей организации. Дело в том, что сети принадлежат именно садовому товариществу. Сети изношенные, старые. Они построены еще лет 40, 30, 20 лет назад. Естественно, они требуют ремонта своего. Территориальные сетевые организации не берутся их ремонтировать и не хотят принять на свой учет. Хотя у них и есть такая статья, как инвестиционная. Можно же выделить деньги из этой статьи и передать специализированной организации эти сети. Да, они старые, их нужно ремонтировать, но абоненты же будут получать электроэнергию и оплачивать эту стоимость. Стоимость заложена ремонты. Но, тем не менее, желания такой у Башкирэнерго нету. Какие риски несет подобная ситуация? Ну, ситуация такая, можно пример привести, как с нефтяником 7, где, пример, около 600 абонентов, из них 200 заключили прямые договора, 200 в подвешенном состоянии, не оплачивают ни сетевой организации, не оплачивают ни в кассу садового товарищества, и 200 человек, которым все равно. То есть и тут есть и составляющее желание самих садоводов. И получается, что садовое товарищество долг завышен уже почти 9 миллионов. То есть мы не можем никак разобраться, откуда эта цифра. В связи с тем, что не закончено оформление абонентов. То есть вот такая вот затяжная война идет. Это просто один пример на одном саде, это возможно и в других. Пока оформляются документы, садовое товарищество попадает в долги, его отключают, и садоводы, из многих, которые проживают постоянно на территории садового товарищества, остаются без электроэнергии. Но все-таки какое решение видите вы компромиссное? Компромиссное, я бы сказала, что все сети, которые принадлежат садовым товариществам, сетевые организации должны взять на свой баланс. Да, они изношенные, но у них есть, еще раз повторю, есть инвестиционная составляющая. На эти деньги можно ремонтировать. И поэтому сети можно восстановить, и абонентов будет больше. То есть будет больше покупателей электричества, увеличится продажа. Но, тем не менее, неинтересно, этим надо заниматься. Ну, в моем понимании, просто нет желания заниматься этим. Ну, давайте будем следить за ситуацией, посмотрим, какой будет отклик. Дороги – это еще одна из проблем для садовых товариществ. Что здесь происходит в этой сфере? Да, самое главное – добраться со своего участка, что бывает очень трудно. В большинстве своем все сады давались в неугодьях, то есть далеко от города, в заболоченных местах, где транспорт в основном только в летний период, так называемый или зимник, или летник. Есть паромные переправы, есть электрички, есть маршруты автобусов. Большинство своем, сейчас в основном все на автомобилях ездят, то есть 60% все-таки имеют свой автотранспорт. И получается, что на сегодняшний день автомобильные дороги почти ко всем садам отсутствуют. То есть есть только направление. Вот, и далеко ходить не будем, наша Уфа, пожалуйста, шагнем в Кировский район города Уфы, и все. И там здесь порядка 80 СНТ. Да, в Кировском районе 86 СНТ, из них живых 64, остальные маленькие, в тени, развалились или где-то еще находятся. Ну, самый большой массив – это Дудкино, которым точно одно направление. Сейчас идет строительство восточного выезда, и массив Дудкина разделится на две части. То есть одна половина Нижнего Дудкина будет иметь через Зеленый мыс доступность, а другая половина, Верхняя Дудкина, будет иметь только через Скарпово, Еркебаево. Но это вообще зона ответственности муниципалитета? Вообще, по закону, да, это зона ответственности муниципалитета. На сегодняшний день, до сегодняшнего, даже можно сказать, до прошлого года, никто этим не занимался. Но в прошлом году у нас организовалась в Башкирии группа поддержки садоводческих товариществ по постановлению главы Республики Башкортостан номер 506 от 28 мая, где создана группа, которая именно занимается. И на основании писем руководителя группы, это Министерство сельского хозяйства,
министр сельского хозяйства Фазрахманов рекомендовал всем районам, муниципалитетам избрать ответственного за сады, которые они приняты. Вот мы сейчас с ними сотрудничаем, то есть мы имеем связь, мы передаем, собираем информацию по садам. То есть, наконец-то у нас только появился реестр садов, мы хотя бы знаем, сколько их вообще существует, какие у них проблемы. 1367. Но как бы легализовались всего лишь 1100, то есть 200 садов у нас в тени, то есть они или же просто не зарегистрированы в налоговой инспекции, или распались, то есть сад был маленький, 20 участков, он оформил право собственности все и решили, что товариществом жить не обязательно. То есть вариантов море. Ну и какие угрозы несет вот эта вот работа СНТ в тени, которая? Ну, которая в тени, это понятно, да, то есть они не могут оформить право собственности на землю, они не получат поддержку от государства. Кому поддерживать, если садовое товарищество не зарегистрировано? В основном логично поддерживать те садовые товарищества, которые имеют какую-то деятельность. Можно иметь садовое товарищество, сдавать нулевой отчет, да, мы есть, да, мы платим земельный налог, но мы ничего больше не делаем. Не строим дорогу, не проводим электроэнергию, не вывозим мусор, там у нас нет охранника. Ну и помощь тогда вам зачем? Для чего? Поддержка будет происходить только тем садовым товарищам, кто ведет хозяйственную деятельность. Ими в балансе, который финансово они сдают, видна эта деятельность. Наталья Андреевна, давайте вернемся к дорогам. Ну, то есть есть какие-то подвижки. Есть ли понимание, когда будет ясность в вопросе ремонта дорог, либо прокладки асфальта? Всем садовым товарищам было предложено оформить паспорт, так называемый садовый товарищ, хотя мы знали, в паспорте должны были обозначить, что да, у нас есть дорога, но она грунтовая, или есть дорога асфальтная, но ее надо подремонтировать, там ранее завод помогал, естественно, асфальт пришел в негодность, там ямы и так далее. Вот по этим паспортам также сделана таблица потребностей, кому сколько нужно. Вот кто подал эту потребность, тот и получит эту поддержку. Мы же не знаем, какому саду нужно что, правильно? Поэтому мы обратились ко всем, и у нас были выездные совещания во всех городах и районах республики, которые мы просили сады, пришлите, пожалуйста, паспорт, чтобы мы знали, что вам нужно. Ну, вообще активно откликаются? Знаете, вообще очень интересно. Некоторые, да, активно, с энтузиазмом. Я бы назвала вот Дуванский район, Янаульский район, Белорецк очень активно пошел, Стерлитамак. Ну, есть, которым не интересно. Считают, что ну и ладно, нам ничего не нужно. То есть, а потом, я думаю, что когда пойдут первая поддержка, уже по-другому будет. И посмотрят, и тоже захотят. Да, и тут же легализуются все, и захотят налоги платить, и выйти из тени в бухгалтерском отчете. То есть, а вообще сегодня какие налоги должны платить владельцы садовых участков? Вообще садовое юридическое лицо, СНТ, оно освобождено от всех налогов на прибыль. Никакой прибыли у садов нету. Никакой, я повторяю, никакие там налог упрощенный, НДС, имущество и что-либо. Оплачивают только земельный налог. На земельный налог есть льгота. То есть бухгалтер или председатель должны вести учет своей земли. То есть сколько им выдали земли, какая земля приватизированная, какая в аренде, какая общая. Опять-таки членам садового товарищества есть льготы на это земельный налог. То, что просто сейчас идет борьба, завышена кадастровая стоимость. Это тоже нужно заявлять и опротестовывать эту кадастровую стоимость. И тот налог платят садовые товарищества, которые не нанимают работников, то есть бухгалтеры, сторожи, электрика. Естественно, соцзащита у этих людей, наемных работников, должна быть. Вот эти налоги, они оплачиваются. Я не думаю, что они, не знаю, какие большие, но зато защищены работники ваши. К вам пойдут работать не просто за 500 рублей, да, дворник или сторож, который только числится, а люди, которые будут работать, зная о том, что вы назначается трудовой стаж. Угу. Еще одна проблема – это вывоз мусора. Эта тема активно обсуждается в масштабах всей республики. Как ситуация обстоит в садовых товариществах? Каждое садовое товарищество должно заключить договор на вывоз мусора. Я понимаю, что многие говорят, мы сами вывозим. Ну, посмотрите на наши дороги. Вот даже зимой сейчас можно выехать на трассу и увидеть пакеты, которые валяются. Ну, едут на машине, вы едете на машине, доедете до первой мусорки. Нет, они выбрасывают. Я считаю, что правильно, каждое садовое товарищество должно иметь свой
площадку, да, с контейнерами, куда складывать. Вы подъезжаете на машине, выкладываете, и уже не везете, не забывайте, и в лесу не выбрасываете. Если таковой площадки нет, то что делать с садоводом? Сейчас готовится как бы проект такой, оцифровать все площадки садовых товариществ и как бы войти в программу, которая будет именно выделяться, какие площадки нужно построить вместе с администрацией, муниципалитетами, районами. То есть, потому что не у всех садовых товариществ есть место на территории сада, есть за территорию. Опять проблема с администрацией, как договориться. Но я не думаю, что администрация будет против, если садовое товарищество захочет построить себе мусорную площадку там, в 100-200 метров, да, и тогда будет уже чище и договор на вывоз. Единственная проблема с арендой бункеров, потому что площадок нет, удобно многим садам привезти бункер, месяц он стоит, идет накопление мусора, а потом он вывозится. Вот проблема сейчас у нас с арендой. Я думаю, что решится эта проблема. Мы уже этот разговор поднимали в регионального оператора и как бы нам обещали ее решить. В какие сроки планируете завершить цифровизацию контейнерных площадок? Еще не начали. Еще не начали? Еще не начали. Еще пока как бы проект формируется. Ну, чем быстрее, тем лучше. Я думаю, что к лету обязательно нужно это будет сделать. Вы поднимали один из вопросов – неуплата в членских взносах в СНТ. Чем это грозит и есть ли санкции к таким неплательщикам? Ну, неплательщиков могу разочаровать. Вы можете не платить, вы даже можете не знать. И вам сейчас никто ничего не сообщит, а просто с вашей карточки председатель, юрист и так далее. Такое понятие, как судебный приказ. Судья не вызывает вас, он просто вас оповестит. Вы писем, сейчас мы редко кто, да, закладывает в ящик почтовый, или почта у нас плохо сработает, и вы можете даже не узнать, а с вашей карточки уйдет ваш долг благополучно. То есть проблем с этим уже как бы начинает решаться эта проблема. Если коротко, Наталья Андреевна, очень мало времени остается. Если коротко, каким будет новый садовый сезон в Башкортостане? Я надеюсь, что новый сезон будет очень удачный, потому что рабочая группа прекрасно работает. И я думаю, что когда пойдет поддержка, то расцвет садоводства будет шикарный. На этой позитивной ноте заканчиваем интервью. Спасибо большое, Наталья Андреевна. Я напомню, что гостем программы интервью в прямом эфире башкирского спутникового телевидения была руководитель Ассоциации садоводов Республики Башкортостан Наталья Овчинникова.